Итак, готовятся участницы финального забега на дистанции 5000 метров чемпионата Республики Саха-Якутия. Сегодня 11 июня 2022 год. Под номером 58 Слободчикова Полина, Сунтарский Улус. Под номером 107 Осипова Ирина, Горный Улус. Так. Это вот легенда нашей республики. Под номером 18 Сардана Трофимова, Верхневилийский Улус. В Баругонцах ожидаем очень интересную борьбу. Попова Анна! 323 Митина Александра, 269 Седальшева Сарглана, Терапчинский Улус. Следующий. Ира, готова, да? 15 напиши. Будем на 15. Да, стартер чемпионата республики, многократный уже стартер крупных спортивных соревнований, такие как спартакиада Монтяры и спортивные игры. Степан Ильин, кандидат в мастера спорта, экс-рекордсмен Республики Саха-Якутия, по бегу на 60 метров, мастер спорта по национальным прыжкам. Сардана Трофимова на спартакиаде Монтяры 2017 года Верхневилийской выиграла забег на дистанции 5000 метров с результатом 15 минут 48 секунд, выполнив норму мастера спорта. Тогда две участницы, Наталья Леонтьева и Сардана Трофимова, выиграла у мастера спорта международного класса Натальи Леонтьевой. И в этом году мы ожидаем, оба бегут дистанции 3000 метров. Наталья Леонтьева будет бежать и 3000 метров, и 1500 метров, а Сардана Трофимова 5000 метров и 3000 метров. И вот на дистанции 3000 метров они покажут очень интересную борьбу. Все, да? Так дается старт финальному забегу на дистанции Маша, 5000 метров Маша. среди женщин. На старт! Девушки отправились в путь. Им предстоит бежать 12,5 кругов. Бег возглавила, как и ожидалось, Сардана Трофимова. За ней пока на второй позиции Сарглана Седальшева. Ну и вот это вот дважды бронзовый призер чемпионата России по вольной борьбе Михаил Наговисин, почетный гражданин Верхоянского Улуса и село Долгалах. Так, сейчас, после того, как спортсмены пробегут первый круг, и здесь я узнаю результат Сарданы на один круг, предварительно посчитаем, на какой результат бежит его Сардана Трофимова. Хайдилус, да? Сардана Трофимова первый круг пробежала за минуту 17 секунд. Так, это будет 2,34 на 800 метров и 39. Так, где-то в районе 3:11-3:12 где-то начала бег Сардана Трофимова. Много болельщиков, много любителей спорта,
много участников, те, которые уже получили путевки, и те, которые смотрят за ходом соревнований. Александр Маеда, дважды серебряный призер 7-х спортивных игр народа Республики Саха-Якутия, которые проходили в ОМГе на дистанции 10 тысяч метров и 5 тысяч метров. На второй позиции идет Седалишева Саргалана, представитель Чернокинского улуса. И группа преследования... Так, опять же я попробую, наверное, пересесть на велосипед. Попросил судей, чтобы вокруг стадиона ехать на велосипеде и снимать, но, к сожалению, не разрешили. Но это и понятно, на соревнованиях это не допускается. Так, Полина Слободчикова и Ирина Осипова сейчас бегут на 3-й позиции. Ирина вышла вперед. Некоторые спортсмены нашей республики сейчас находятся на учебных тренировочных сборах в Кисловодске. Это в основном те, которые будут бежать марафонскую дистанцию. Вчера, по информации мандатной комиссии, было заявлено 314 участников. И вот бежит Сардана Трофимова, заканчивает 3-й круг. Джулус, километр кана аспытай, Джулус. Так, к сожалению, результат Сарданы Трофимовой, прохождение 1-го километра не зафиксировали. Ирина Осипова под номером 107, Полина Слободчикова, Сунтарский улус. Так, сейчас попробую еще раз сопровождать спортсменок на велосипеде. Где-то 300 метров попробую снимать. Вот Сардана Трофимова заканчивает 4-й круг. Я ошибся, Ирина Осипова. На прошлом году она в Спартаке де Монтеро выступала за свой родной улус, горный улус, но в этом году, оказывается, выступает за команду города Якутска. Группа преследования ведет на 4-е место. Получается, ведет представительница Намского района Александра Осипова. Сейчас пока на 2-й позиции бежит Саргалана Седалишева, уроженка села Болтома Чероптинского улуса. Уже много раз бежала и полумарафоны, и марафоны. Сейчас пока держится на 2-й позиции.
Сарглана Седалишева тоже очень преданная спортсменка бегу. Много раз выезжала за свой счет на сбору в Киргизию, в Кисловодск. И сейчас она тренируется под руководством Татьяны Юрьевны Жирковой. Очень много прибавила в мастерстве. Попробую еще раз. О, Евгения Коленкова, мастер спорта по перетягиванию палки. Вот это? Ага. А сегодня на какую дистанцию? 100 метров. Как настрой? Давай, удачи. Так, сейчас попробую снимать сбоку нашу уже теперь легендарную спортсменку, пятикратную чемпионку России по марафонскому бегу Сардану Трофимову. Она также является участницей нашей республики впервые чемпионата мира по беговым дисциплинам. А именно это она бежала в 2019 году в Дохе, Катар. Но, к сожалению, из-за жары, из-за влажности она не сумела показать все, на что она способна. Хотя она тогда была готова хорошо. И первые километры бежала на олимпийский норматив. Тогда он составлял 2 часа 29 минут 30 секунд. И вот это вот немножко сказалось на ее конечном результате. Основные лидеры побежали по-тихому. Ей надо было показать олимпийский норматив. А кенийские спортсменки, они уже обладали путевкой, вернее, они квалифицировались уже для участия на Олимпийских играх, поэтому бежали на выигрыш. А Сардана Трофимова тогда бежала на результат. И, к сожалению, если не ошибаюсь, 2 часа 52 минуты, по-моему, 22 место. Ну, после она, это тоже опыт в жизни спортсмена, могут быть такие моменты. Ну вот и по бегу Сардана Трофимова мы видим почти то же самое, что и было в Верхнеулиске. Хороший такой размашистый бег. Даже на велосипеде я вот затрудняюсь держаться за Сарданой Трофимовой. Я думал, на велосипеде намного проще будет. Но вот следить с ее скоростью, ехать тоже оказывается затруднительно. Никогда еще в истории нашей республики не было, чтобы да на любых дистанциях, но в тот момент на спартакиаде Монтяры в Верхнеулиске 2017 года обе спортсменки выполнением нормы мастера спорта России прибежали. Сардана Трофимова выиграла с результатом 15 минут 48 секунд. И
Наталья Леонтьева, к сожалению, результат не помню. Тоже выбежала из 16 минут. Очень интересная борьба была между ними. В тот год Наталья Леонтьева выиграла чемпионат России по бегу на 5 километров. Тогда он проводился отдельно от чемпионата. Ну и Наталья Леонтьева тоже многоопытная, многократная чемпионка и призерка многих крупных соревнований. Участница международной универсиады 2013 года в Казани. Тоже впервые в нашей истории нашей республики стала участницей Всемирной универсиады в составе сборной команды России. О, здравствуйте. За ней бежит представительница Сунтарского улуса с отрывом. Вот это вот Мария Ивановна, да? Ага, Мария Ивановна и Сарглана, близняшка Сарданы Трофимовой. Сына как зовут? Дюлус. Вот самые ярые поклонницы, болельщицы нашей легендарной Сарданы Трофимовой. Сарглана, не жалеешь, что не стала продолжать бегать? В истории спорта много таких спортсменов и спортсменок, близнецов, близняшек, Реункова, Рыбакова, Нургалиева, еще много таких спортсменов, которые близнецы, близняшки, очень хорошие результаты показывают. Да? Ага. Хорошо. И вот по бегу Сардану мы видим ее такой же почерк бега, когда в 2017 году она выиграла спартакиаду Манчары у себя на родине в Верхнеудинске. И тогда она произвела настоящий фурор. Многие думали, после марафонского забега ей трудно будет бежать и пятерки, и 3000 метров. А 3000 метров она выиграла с новым рекордом нашей республики 9 минут 07 секунд, 48, по-моему, сотых. Но справедливости ради надо сказать, что результат у Натальи Леонтьевой в помещении, результаты рекорда фиксируются и в помещении, и на стадионе. У Натальи Леонтьевой, если не ошибаюсь, был результат порядка 8 минут 58 или 57 секунд на 3 километра. Но у нее, может быть, к сожалению, может быть, так обстоятельства сложились, что летнее время у нее было хуже, чем в помещении зимой. А в помещении круг бега, как вы знаете, 200 метров. Чтобы догнать других участниц, надо с наружной. И вот Сардане Трофимовой остается уже последний круг. И она бежит уже очередному золотому медали. В копилке у нее очень много медалей. И все равно вот она бежит на очередную победу, не сбавляет, уже настроена на борьбу. И несмотря на то, что у нее соперниц в этом забеге, ну, грубо говоря, почти нету, но все равно она бежит, как мы видим, на результат. И вот я даже сейчас чувствую, у нее темп возрос, потому как мне крутить педали стало еще тяжелее. И вот она, ну, к сожалению, я к финишу не могу подъехать. Вы видите финиш нашей прославленной спортсменки Сарданы Трофимовой. Пятикратная чемпионка России по марафонскому бегу. Победительница марафона Европа-Азия в Екатеринбурге. Дважды, по-моему, выиграла московский марафон, даже с рекордом трассы. И чемпионаты России она выиграла в таких городах, как Казань, Волгоград, Сочи. В одном из 2021 года
моему счастью, я присутствовал на том забеге, увидел своими глазами ее победный финиш. И недавно я брал у нее интервью, и она призналась, что это был ее истории самый-самый тяжелый старт. А я думал, она скажет про Доху. Третье место идет Но она... Осипова Ирина, представительница Жанна города Киселяхова. Иркутска. О, Ей остается один ага. круг. На четвертой позиции идет представительница Сахатарского улуса Полина Слободкова. Надеюсь, я сейчас достану тех, которые прибегут на финиш вторыми, третьими. Судейская бригада, как я вижу, поменялась. Много молодых. Внимание, представитель Возможно, это студенты, студентки. Те, которые считают круги. На прошлых соревнованиях были такие моменты, когда были неправильно зафиксированы круги, поэтому в этот раз они решили, возможно, поменять судейскую бригаду, а именно судей, которые фиксируют пробегание. И вот она тоже, чемпионка России по бегу. О, прости. Сарглана Седалишева становится серебряной призеркой чемпионата Республики Саха-Якутия по бегу на дистанции 5000 метров. Молодец. Хай бремяга. Ее результат 18 минут 42 секунды. Так, и вот бронзовой призеркой стала Осипова Ирина. Полина Слободкова, представительница Сахатарского улуса. Осипова Ирина является чемпионкой спартакиады Монтяры, которые проходили в Бердигостяхе. Тогда она выиграла дистанцию. Бердигостяха, кажется? 3 километра. 3 километра. Ага. А то вам где 1,5. Ага. Седьмые спортивные игры она выиграла Конкурентно. 1500 метров. Как в этом году настрой? Что-то я слышал, что у тебя есть травма Да, у какая-то. меня травма с февраля месяца. А, На сборы полетела в марте. ага. И толком там даже просто не бегала. А, Время лечением занимаюсь. ага. Эта травма связана с ковидом. Э, Жесткая форма ковида была в конце января. Ага. А последствия надо было 5-10 февраля. Ты еще планируешь на спортивную ходьбу, да, участвовать или как? Заявки я что-то и видел. В команде человека не хватает. А, Поэтому мне сказали, 2 дистанции здесь закрыть бой ценой. а, Я сказала, что пятерка не смогу. ага. Вообще ни одну работу не делала. Последнюю работу я делала в феврале, нормальную работу. Ну и вот во вторник чуть-чуть 1000 покатала. А, Собственно, под этому темпе и бежала. а, Поэтому я даже как-то это рассчитывала. Ну, конечно, даже без тренировки у меня самооценка, скажем так, высокая. а. Поэтому все равно была уверена, хоть без тренировки на второй попаду. А. Все-таки же чемпионат республики, значит, я попала в сборную республики Саха-Якутия. В этом году ты представляешь город Якутск, да? Объявили. Я вот неправильно сказал, что горный улус, оказывается, уже город Якутск. Завтра, возможно, еще на тройку поставиться. За людей не хватает, а команду сказать надо. Э, Когда я сказала, что пятерка не смогу, они меня на ходьбу поставили. Вчера вечером протокол увидела, позвонила, как там. э, Как-то так. а, Так меня не списывайте, я еще вернусь. а. Меня увидите еще в беге по шоссе. Через месяц все может измениться в лучшую сторону. Через месяц, А, по-другому никак, лишь бы с работы отпустили. Тебя давай, пожелаю удачи. Да, обидно, когда у спортсменов появляется травма, но эта травма одно из сопровождающих моментов в жизни спортсменов, особенно тех, которые показывают хорошие результаты. Без травмы ни один спортсмен, наверное, не прошел этот очень интересный путь спортсмена своими падениями, горечи, поражения и радости победы. Жизнь спортсмена так устроена, что это очень есть
о чем вспомнить, наверное, в завершении карьеры, на старости лет. Может быть, об этом будут помнить и дети, и внуки. Вообще спорт очень такой момент нашей жизни. Есть много друзей, много соперничества, выезжать на разные турниры. 23 финиширует представительница Копейского Луса и занимает 9 место. Итак, я заканчиваю эфир, вернее съемку дистанции 5000 метров. Потом подключимся. Сегодня еще будут предварительные забеги на 100 метров. Номером 96 Потом в самом конце финальные забеги на 100 метров. Также будут проведены на дистанции финальные забеги на 400 метров. Там уже без забегов, сразу финальные забеги 400 метров, ну и 1500 метров. Прыжковые дисциплины, возможно, сегодня будут прыгать и за 12 место тройной идет прыжок. повторная Обычно тройной прыжок Иван. ставят первый день. Ну, поживем, увидим. Ну и завтра, возможно, будет шведская эстафета. Шведская эстафета тоже включена. За счет 8 спортивных игр включены почти все беговые дисциплины, за исключением барьерных бегов, бег с препятствиями, а именно это бег на 100 метров, 200 метров, 400, 800, 1500 метров, у женщин 3000 метров, 5000 метров, и у мужчин самая длинная дистанция на стадионе. На стадионе я именно обращаю на это внимание, 10 000 метров. Помимо этого будет проходить марафонский забег. Там уже по асфальту, там в Баргонцах бетонное покрытие. 18-м финиширует И шведская эстафета 800, 400, 200 и 100 метров. Общей протяженностью 1500 метров. Всем тем, кому интересно смотреть за моими видео в YouTube, подписывайтесь. Возможно, ставьте лайки, если вам понравилось. Ну, конечно, это не профессиональная камера, и по телефону снимаю. Только начинаю снимать спортивные мероприятия. И, возможно, потом обзаведусь более профессиональной техникой, возможно, дрон. Ну и постараюсь, чтобы было вам интересно посмотреть, ну и рассказывать по мере своей возможности. К этому надо готовиться, это надо изучать представители команд. Обеспечиваем архивы участников прошлых на игр. парад К открытия. сожалению, в нашей республике то, что Парада. проходили На место старта до этого 100 метров. спортивные мероприятия, в интернете не найдешь, мало чего найдешь, результаты. К этому надо еще приложить усилия, чтобы любой желающий мог открыть где-нибудь сайт, чтобы там все найти, результаты, протоколы всех прошедших соревнований и так далее. Ну, над этим еще надо много работать. Я планирую, возможно, когда-нибудь открою сайт, хотя я сам таким технологиям вообще далекий человек, поэтому через кого-то попрошу кого-нибудь сделать сайт, открыть сайт. Ну и, возможно, там уже начну делать результаты, найти из архивов, ну и то, что сейчас в нынешнее время проходит. Все это потом останется даже после моей смерти. Я, конечно, когда-нибудь придет такое время, люди потом увидят то, что я снял в YouTube канал, то, что я отправляю, и то, что, возможно, если я сайт открою, но там все будет. Его Сардана Трофимова, после уже не уставшая, ничего не это, Кто потерял спокойно. AirPods, просит подойти. Заканчиваю пока.